А на самом деле Эдгар По не был безумцем. Да, и в русской литературе, так как русские читали Эдгара По в переводе с французского, а на французский их переводил Падлер. И в русской литературе тоже в такую европейскую канву вписался образ Эдгара По, что Эдгар По такой безумец, не понятый Америкой. На самом деле это типичный американский писатель. Его творчество отражает типично американские ценности. И сами американцы это признают. Он для них в первую очередь писатель Юга США, Вирджинии, штата Вирджиния. И более того, из всех романтиков он больше всего тяготел к рационализму, он больше всего переживал по поводу того, что человеческий разум не всесилен. Вот именно потому, что он переживал из-за границ разума, он и обращался к темам, где этот разум плохо работал, к темам безумия. Но потому что он ценил разум, ценил рациональное мышление. И по Эдгару По разум – это главная сила, которая делает человека человеком, и главная сила, которая позволяет ему преодолеть все ужасы и страхи, которыми насыщен окружающий нас мир. С творчеством Эдгара По вы с наследием его хорошо знакомы. Вот, когда мы дойдем до убийства на улице Морг, это будет вам очевидно. Потому что Эдгар По – изобретатель детектива. Без Эдгара По детектива бы не было, о чем Куприн, в свою очередь, в свое время сказал. Ровно 15 лет назад, в январе 2009 года, Евгений Гришковец вместе с Александром Цикало поставили спектакль, который назывался «По-по». «По-по». Они в нем пересказывают произведения Эдгара По. В вступлении Гришковец рассказал, что натолкнуло его на идею создать такой спектакль. Дело в том, что Гришковец служил матросом в военно-морском флоте после института. Институт он закончил по специальности филолог, много читал. А у моряка самое тягостное, да, это скука, когда он вахту несет. И чтобы убить время, Гришковец решил пересказывать своим сослуживцам то, что он читал по программе, как это он сам рассказывал. Задача какая? И себя развлечь, и помочь служивцам. Условия какие? Да, нужно растянуть историю как можно дольше. Ну, это как если у вас одна книга, вы ее читаете медленно. Какое же было разочарование Гришковца, когда он начал с Достоевского и обнаружил, что Достоевского хватает минут на 40. Вот. А когда дошли до Эдгара По, он обнаружил совсем наоборот, что 5-страничный рассказ при умелой подаче можно растянуть часа на 3 или 4. А почему так происходит, я вам сегодня постараюсь объяснить. Что Эдгар По пишет очень емко. И это стимулирует воображение читателя и отражает его талант рассказчика. Эдгар По, кроме того, что был поэтом, критиком и автором новелл, он был еще очень-очень удачливым редактором. Когда он литературных журналов, когда он возглавлял редакцию журнала литературного, тираж возрастал кратно, иногда в десятки раз. И городской журнал становился либо известным в рамках всего штата, либо в рамках всей Америки. А это было до эпохи интернета, вы понимаете, да? Чтобы кто-то узнал про новый журнал, это надо постараться. Потому что Эдгар По умел вот так хорошо работать с читательской аудиторией. И поэтому, читая Эдгара По, вы получаете обязательно удовольствие. Как он этого добивался, я сегодня тоже постараюсь вам рассказать. Правда, его карьера редактора, журналиста-редактора периодически прерывалась. Почему? Только что я приводил факты. Уходил в запои. И собственники
журналов, они очень по этому поводу переживали, страдали из-за этого. Но перед тем, как перейти к самому Эдгару По, я приведу ряд цитат из нашей русской литературы. И постарайтесь угадать, кто писал вот это про Эдгара По. В Эдгаре По, в XIX веке его фамилия транскрибировалась, а не транслитерировалась, поэтому добавляли По. Есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особенность. Это сила воображения. Не то, чтобы он превосходил воображением других писателей, но его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого. Это сила подробностей. Это то самое, о чем говорил Гришковец. В повестях По вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что, наконец, как будто убеждаетесь в его возможности действительности, тогда как событие это или почти совсем невозможно, или еще никогда не случалось на свете. Как вы думаете, кто мог такое писать про Эдгара По? И если вы прочитаете рассказ «Убийство на улице Морг», вы сразу же вспомните, должны вспомнить, по крайней мере, произведения русской классической литературы, которые проходили в школе. По-моему, в 10 классе проводят. Это Федор Михайлович Достоевский. Они с братом издавали журнал литературный, включили в один из журналов 3 новеллы Эдгара По, и вот Федор Михайлович написал рецензию на творчество этих. Но если вы сравните сюжет «Убийство на улице Морг» и сюжет про убийство 2 женщин в романе «Преступление и наказание», вы поймете, что поклонником был, ярким поклонником Эдгара По был Федор Михайлович. Это продолжение рецензии. В По, если есть фантастичность, то какая-то материальная, если бы только можно было так выразиться. Вот видите, Достоевский уловил тот дуализм, о котором я буду позднее говорить. Фантастичность, но материальная. Видно, что он вполне американец. Вот Бодлер считал, что Эдгар По настолько гениален, что Америка его не поняла, а Достоевский увидел, что Эдгар По – это типичный американец. Даже в самых фантастических своих произведениях, то есть произведениях, которые вроде бы никакого отношения к Америке не имеют. А это некролог, из некролога на смерть уже самого Достоевского, который был напечатан в английской газете. Мрачный колорит, которым он окутывает все свои истории, и чары, которыми завораживает читателя, весьма напоминают нам Эдгара По. Вот. В 2013 году в Санкт-Петербургском госуниверситете была конференция, которая называлась вот так: «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и проблема национального гения». Это вот цель. Хорошо известно, что Бодлер переводил По на французский язык, обеспечив американскому изгою всеевропейскую известность. Достоевский знакомился с творчеством американского писателя по французским переводам. Колумб новых областей в человеческой душе. Он первый сознательно задался мыслью ввести уродство в область красоты и с лукавства мудрого мага создал поэзию ужаса. Это другой русский классик, который переводил поэзию Эдгара По на русский язык. С ударением его фамилии, говорят, что Бальмонт, да? Или Бальмонт. В общем, это Константин Бальмонт, поклонник Эдгара По. Стихотворение Ворон переводили и Мережковский, и Валерий Брюсов, и Константин Бальмонт. Эдгар По относится к группе авторов, зрелых романтиков. Это конец романтической эпохи в американской литературе первой половины XIX века. И общая характеристика, отличающая творчество этих авторов, это Готтерн, это Мелвилл и это Эдгар По, внимание к человеку.
к сознанию человека, к его нравственному, интеллектуальному и эмоциональному содержанию. Что с горечью обнаруживали американские романтики, когда внимательно приглядывались к человеку? Тут 3 пункта обозначены. К сожалению, для себя они видели, что человек – существо иррациональное. У Эдгара По есть рассказ «Ангел необъяснимого». Во вступительной части, там можно разделить на 2 части, основную и вступительную. В основной описывается идеальное преступление, которое стало неидеальным. А во вступительной части рассказывается, что когда вы стоите на краю глубокой пропасти, вы испытываете 2 эмоции, 2 желания. Первое желание, вполне естественное и благоразумное – сделать шаг назад. А второе желание – а что если? И как говорит Эдгар По, если вы слишком долго смотрите в бездну, бездна смотрит в вас, чем дольше вы находитесь на краю пропасти, тем сильнее желание сделать шаг вперед. Ну, а основное содержание рассказа об этом и говорит. Человек совершил идеальное преступление, никаких улик. Единственный, кто его может разоблачить, это его злейший враг. Кто? Он сам. Он сам. Он так упивается тем, что он остался безнаказанным, он так восхищается тем, что никто не знает, что он совершил, что он постоянно об этом думает и, наконец, не может не сознаться. Человек – существо иррациональное. Повторяю, для Эдгара По это плохо, это горечь, это печаль, потому что Эдгар По был сторонником рационализма. Далее, человек в этом мире несчастен. И большинство произведений Эдгара По, они пессимистичны. Есть исключения, но это в основном трагические пессимистичные истории. И 3-й пункт, опять-таки с горечью об этом писал Эдгар По. И Готтерн Мелвилл тоже, что мы живем в мире, где невозможно отделить противоположности. Разум от безумия, добро от зла, истину от лжи. Хотелось бы, но не получается. Повторяю, для Эдгара По это тяжелый опыт, негативное восприятие. Сначала я постараюсь вам показать, почему у Эдгара По писателям нужно учиться, как надо писать тексты, и почему Гришковцу удавалось растягивать короткие рассказы, короткие новеллы Эдгара По на многочасовые монологи. Так, представьте себе полное собрание сочинений Федора Михайловича Достоевского. Представьте себе полное собрание сочинений Бальзака. Ну, сколько места на полке они занимают, да? Ну, или Льва Николаевича Толстого. Вот сейчас у меня в руке книжка. Она, конечно, большая. Здесь, так, 1087 страниц. Но это все новеллы Эдгара По. Здесь еще письма включены сюда. Здесь нет стихов, но стихи это еще страниц. Да, вот это поэзия, да? А это вообще полное собрание. Да, вот это вообще полное собрание сочинений в одном томе. Вот. Где вы найдете автора, у которого все собрание сочинений, повлиявшее на развитие европейской литературы, помещалось бы в одну книгу, в один том. Эдгар По романов и больших текстов не писал. Почему? Справа сейчас на экране вы видите его цель, которую он ставил при создании художественного произведения. Типично американская.
Для чего мы что-то делаем? Чтобы изменить мир, если глобально взять. А для чего работает писатель? Чтобы воздействовать на читателя. Итак, цель создания художественного произведения – это произвести воздействие на читателя. Нетипично для европейского романтизма, потому что можете вспомнить свои студенческие годы, если был у кого такой опыт. Если попробуйте прочитать философский труд, например, Иммануила Канта или Гегеля, или менее известных Фихте и Шеллинга, то вы в лучшем случае одолеете пару страниц. В большинстве вы на первом предложении остановитесь. Почему? А вот они про читателя не думали вообще. Ну как, они продумали про него, они думали про него очень плохо и говорили, да все равно никто ничего не поймет. Они писали для себя. Вот это особенность европейского романтизма, немецкого в частности. А тут, видите, американский подход. Ты работаешь для того, чтобы что-то изменить в окружающем тебя мире. Эдгар По считал, что это изменение сознания читателя. Вот это воздействие на читателя он называет эффектом возвышения души. Читая его новеллы, вы должны периодически к финалу, ближе к финалу, испытывать сильные эмоции. Да? Вот мурашки должны идти по коже. Ну, например, новелла «Колодец и маятник», или «Низвержение в Мальстрем», или даже «Убийство на улице Морг». Хотя там это отстраненно все описано, но все равно очень жестоко показано. Сильные эмоции. Чтобы этот эффект не размазывать, бить надо в одну точку. Нужно, чтобы все в произведении работало на одну цель, на один замысел. Чтобы все элементы конструкции произведения литературного выполняли задачу эмоционального воздействия на читателя. Вот это Эдгар По называл эффект тотальности или totality эффект. В качестве примера я сейчас приведу вам начало рассказа о падении дома Ашеров. Весь этот нескончаемый пасмурный день в глухой осенней тишине под низко нависшим хмурым небом я одиноко ехал верхом по безотрадным неприятельным местам, и, наконец, когда уже смеркалось, передо мной предстал сумрачный дом Ашеров. Это первое предложение новеллы «Падение дома Ашеров». Давайте внимательно прочитаем. Итак, день у нас какой? Нескончаемый и пасмурный. Время года. Осень. Тишина. Тишина какая? Глухая. Небо какое? Хмурое и низко нависшее. Едет как? Одиноко. Вокруг он что видит? Разные неприветливые места. Время суток в конце предложения. Сумерки. Видит он, теперь смотрите, смеркалось наконец, да, то есть долго ждал, наконец. Целый день ехал, устал, да. Передо мной предстал дом какой? Сумрачный. Как видите, предложение построено так, что здесь все работает на одну эмоцию. Нагнетание, совершенно верно. Не знаю, почему овладело нестерпимое уныние. Ну и понятно, да, почему у нас Эдгар По изобрел детектив. Детектив как устроен? Вам вначале даются детали, которые вам кажутся хаотическими и друг с другом не связанными, а в конце Эркюль Пуаро объясняет, что и духи не случайно здесь были, и птица каркнула не случайно. Все детали образуют единую конструкцию. Эффект тотальности. Хороший детектив, он строится тоже по этому же принципу. Эффект тотальности. А поэтому Эдгар По не писал больших форм, потому что, как у него было написано, да, в оригинале, в общем, я останавливаться не буду, но этот перевод очень близок к оригиналу. Вообще, прозаические произведения Эдгара По переводить легко, потому что они написаны вот очень продуманно.
Писал он рассказы, произведения такого объема, чтобы, как он писал, читатель смог прочитать за один присест. Вот. Ни на что не отвлекайся. Да? Мультизадачность – это зло. Вы должны полностью посвятить себя только одной задаче. Поэтому, когда вы берете в руки фолиант 300-страничный, понятно, что вы его за один вечер, за один прием до конца не прочитаете. Произведение должно быть таким, чтобы вы начали и закончили, не отрываясь. Вот. Это называется тотальный эффект, эффект тотальности. Исходя из такого подхода, какие сюжеты должен выбирать автор? Любил Эдгар По мертвых женщин. Цитата. «Смерть прекрасной женщины – это самый поэтический сюжет в мире». «Падение дома Ашеров» как раз про это. И стихотворение «Ворон» тоже про это. Ничего личного, только бизнес. Какие у нас самые сильные эмоции у человека? Это любовь и смерть. Соединяем и получаем удвоенный эффект. Чистая прагматика, повторяю, ничего личного. Хотя там в биографии Эдгара По находят события, которые подвигли его к этим сюжетам. Да если бы этих событий даже и не было, он бы все равно к этому сюжету пришел, потому что технологическое требование такое. Вот. Да. Но надо, чтобы в убийстве на улице Морг были убиты именно женщины. Правда, они там не очень прекрасные, но это закон жанра. Я об этом тоже чуть позднее скажу. Примером реализации вот этой темы можно назвать стихотворение «Ворон». Это самое известное стихотворение Эдгара По. Оно имеет довольно парадоксальный сюжет, если подумать, дочитав до конца. События происходят такие. Глухой ночью человек сидит в кресле за книжкой, вот примерно такой, да. Забытых знаний в тексте, да, сказано, Forgotten Law, старинная книжка. И в его комнату попадает птица черного цвета, ворон, которая садится на мраморный бюст Паллады, и получается такой контраст. Черный ворон и мраморный белый бюст Паллады. И черт дернул рассказчика с этой птицей заговорить. Лучше бы он этого не делал, о чем он и жалеет в конце этого стихотворения. В общем, он решил с ней поговорить. Птица произносит только одно слово, по-английски оно nevermore, звучит как nevermore. Никогда или больше никогда. Звукоподражание карканья ворона. Рассказчик начинает беседу с этой птицей, а птица отвечает всегда только вот этим словом. И что происходит в итоге? В итоге у нас человек, заранее зная, что ему ответит птица, задает ему вопросы, которые подразумевают ответ «больше никогда». Теперь, почему он заговорил с этой птицей и почему он об этом пожалел? Дело в том, что рассказчик потерял свою любимую женщину по имени Ленор. И поэтому сейчас, глухой ночью, он сидит в кресле и вспоминает Ленор. И вот тут у нас возникает парадоксальная ситуация. Читая это стихотворение, можно прийти к выводу, что в принципе рассказчика устраивает то, что его любимая женщина умерла. Почему? Потому что он пережил травму, он об этой травме постоянно думает, он ее переживает, и вот само переживание этой травмы наполняет его жизнь смыслом. А если бы, не дай бог, она была жива, тогда бы не было травмы, не было бы переживаний и не было бы о чем переживать.
и не надо было бы сидеть здесь глухой ночью и самого себя жалеть. Но тут возникает эта проклятая птица. Почему она проклятая? А потому что она умеет разговаривать. И рассказчику приходится вступать в диалог. То есть выходить за рамки того мира, который он сам себе создал, где есть прекрасная девушка, которая от него навсегда ушла, и с которой он переживает. А тут появляется еще один субъект, который испытывает те же самые переживания. И вот он этот уютный мир одиночества разрушает. И поэтому он ворона пытается прогнать, а ворон не уходит. То есть фактически Эдгар По у нас как психоаналитик, хотя психоаналитика тогда еще не был, показал человека, который переживает такой обсессивный синдром, то есть он поглощен своим переживанием, а ворон из этого переживания, из этой углубленности в свое переживание его вытаскивает. Вот. Но это одна из интерпретаций этого сюжета. Потому что ворон написан так, что в него можно вчитать очень разный смысл. Один из примеров. «Я воскликнул, ворон вещий, птица ты, иль дух зловещий, дьявол ли тебя направил, бурель из подземных нор занесла тебя под крышу, где я древний ужас слышу. Мне скажи, дано ли мне свыше, там у Галатских гор, обрести бальзам от муки, там у Галатских гор, каркнул ворон nevermore». Это перевод Зинкевича, ну, на мой взгляд, он такой самый, близкий по отношению к оригиналу. Кроме содержания, я хотел бы обратить ваше внимание, как технически сложно устроена эта строфа. У нас рифмуется вещий, зловещий внутри одной строчки, одного стиха. Крышу слышу, третья строчка. Потом эта же рифма посередине следующего стиха свыше. Крышу слышу свыше. И 4 раза. Нор, гор, nevermore. В оригинале то же самое. Да, то есть вот очень такая жесткая структура, очень тщательно обработанный текст. Вот. Еще раз повторю, Эдгар По работал над своими произведениями, чтобы они хорошо читались. Отсюда журналы, которые он редактировал, сразу же взлетал их тираж. И, соответственно, стихотворение «Ворон» стало нарицательным обозначением человека, который испытывает сильный стресс. Сильный стресс. Для разнообразия, и опять-таки, чтобы провести параллель с нашей русской литературой, я тут отыскал 2 записи. Эдуард Багрицкий. Стихотворение 1927 года. Сначала мы послушаем вот до этого «Nevermore». Потом я на экран выведу текст, и будет понятно, почему Багрицкий цитирует этого американского романтика в стихотворении про гражданскую войну. Стихотворение называется «Разговор с комсомольцем Дементьевым», по-моему. Да, с комсомольцем Дементьевым. Стихотворение 1927 года описывает бои, в которых участвовал лирический герой в советско-польской войне 1927 года. А где у нас, в какой части этого стихотворения появляется Эдгар По и цитаты из... Да, значит, в боевые походы герой несет книги поэтов Тихонов, Сильвинский, Пастернак. В оригинале «Ворона» Эдгара По рассказчик у нас, помните, сидит с книгой забытых знаний «Глубокая ночь». Пресловутый ворон подлетит в упор, каркнет nevermore по Эдгару По. Повернитесь, встаньте-ка, затрубите в рог, старая романтика, черное перо.
То есть это стихотворение, написанное участником войны, где он потерял своих товарищей, он пережил травматический опыт, и вспоминая этот опыт, точно так же, как вспоминает смерть любимой девушки рассказчик в стихотворении «Ворон», герой Багрицкого вспоминает карканье ворона на его мол. А старая романтика «Черное перо», дальше идет романтика уволена за выслугой лет, сабля не гребенка, война не спор, довольно фантазировать, закончен спор, вы уже не юноша, вам ли о войне. Ворон появляется тогда, когда герой вспоминает о войне в мирное время. Вот он переживает травматический опыт, и в него появляется образ из поэзии Эдгара По уже в том мире, где этот опыт ушел в прошлое. Другой пример. Вот. Но как я люблю говорить, если вы хотите на любую тему делать выступление, нужно брать либо Пушкина, либо Владимира Высоцкого. Это стихотворение, песня из цикла «История болезни», когда Высоцкого отправляли на психическую, в общем, в больницу. Это описание, рассказ про медосмотр. И вот то, что он сейчас так вот жутко рассказывал, это медосмотр, которому он подвергается. Очень, кстати, по стилистике похоже на антураж в новелле «Колодец и маятник». Вот. Потому что страх и жестокость – это не только объективный мир, но это наше восприятие нашего мира. В последней строчке в этой песне «Мой диагноз паранойя – это значит пара лет». То есть у него обнаружилось психическое заболевание паранойя. Итак, ворон появляется в этом стихотворении по той же причине. Человек попадает в сложную ситуацию, в травматическую ситуацию. В психиатрической лечебнице описано и в ряде новелл Эдгара По. И вот когда сильный стресс, когда травматическая ситуация, появляется образ ворона из стихотворения Эдгара По. Как нужно писать такого рода стихи и такого рода рассказы, с которыми мы познакомились, по Эдгару По? Эдгар По был дуалистом. Он считал, что создание художественного произведения должно четко делиться на два этапа. Первый этап максимально иррациональный. На этом этапе у вас должны фиксироваться, возникать какие-то мысли, вдохновение, творческий порыв. Но когда у вас возник замысел, и вы садитесь за письменный стол, эмоции должны быть отключены, и дальше вы должны описать с максимальным точным подбором слов, четко отбирая, продумывая структуру произведения, этот самый сильный эмоциональный материал. По этой причине Гришковцу удавалось растягивать новеллы Эдгара По на многочасовые монологи, потому что у Эдгара По из текста убрано все лишнее. Все очень рассчитано, все очень продумано, чтобы читателю было не скучно, чтобы читателю было интересно. А когда нам бывает не скучно и интересно? У нас, я слышал такую статистику, такую пропорцию, возможно, она неправильная, но по моим ощущениям это так. У нас 70% людей любят поговорить, и только 30% любят послушать. Когда нам бывает интересно читать книгу? Когда мы читаем и много додумываем сами. И читателю бывает интересно, когда ненужные подробности опущены, и наоборот, те подробности, которые будут воображение, они заставляют читателя самого домысливать, что происходит. Ну и пример вот этого тщательной работы я приводил, даже это видно по строфе из стихотворения «Ворон». Вот эта система рифм, которая там используется. И, как я говорю студентам, вот если вы почитаете рекомендации, как нужно проводить мозговой штурм, то он точно воспроизводит вот эту концепцию.
Мозговой штурм состоит из двух этапов, и правильно организованный мозговой штурм, он должен четко эти этапы разделять. На первом этапе, когда участники группы говорят все, что приходит в голову, не подвергая критике, а потом нужно в какой-то момент это пресекать и все записи анализировать уже с холодным разумом, с точным расчетом и четким отбором. Как бы чтобы первая стадия не превращалась во вторую, не перемещалась во вторую. И основной вклад Эдгара По в развитие литературы – это короткие рассказы, short story, это называется по-английски, или в русских переводах новеллы. Самый многочисленный раздел его новелл – это психологические рассказы, они же ужасные рассказы, они же страшные рассказы. «Безумный Эдгар», «Ужасный Эдгар» – это как раз про вот эту группу произведений. Вторая группа – это детективные или логические рассказы. Она немногочисленная, туда входит только 5 рассказов, но очень-очень емкие. Это емкая эта форма. И научная фантастика. Самая сильная эмоция, которую испытывает человек – это страх. Почему Эдгара По интересовал страх? Это частный вариант вот этой второй подтемы, которая здесь обозначена, потому что страх мешает человеку думать. И наоборот, когда человек думает, он перестает бояться. Эдгара По интересовало, что мешает человеку правильно думать, как сейчас бы сказали, почему человек совершает когнитивные ошибки. И, естественно, самая частая причина ошибок – это страх, который испытывает человек. Примеры. Новелла «Падение дома Ашеров». Первое предложение из этой новеллы, я вам зачитывал, это рассказ о людях, которые боятся. Чего они боятся? Боятся они всего. Вот. Боятся окружающего мира, боятся жизни своей в этом окружающем мире, боятся смерти, которая их ждет, но и жизни тоже боятся. Вот. Ну и связано это с молодой прекрасной женщиной, которая, естественно, в этом рассказе умирает. Вот. Я вам сейчас спойлер не говорю, потому что умирает она очень интересно. Вот как именно она умирает, это уже, если хотите, узнаете в этом рассказе. Ну, в общем, Ашеры – это семья, к которой приезжает рассказчик в гости. И на примере Ашеров Эдгар По показывает людей, которые испытывают сильный страх, живут в состоянии постоянного страха. Следующие 2 рассказа – это люди, которые оказались в экстремальном состоянии. В экстремальном состоянии, экстремальной ситуации, угрозы их жизни. Их должны убить. Например, рассказ «Низвержение Мальстрем». Мальстрем – это гигантский водоворот, который появляется у берегов Норвегии. Во время отлива Гольфстрим там вот так заворачивается и образуется гигантская воронка. Если вам не повезло и вы оказались в сфере действия Мальстрема, то вы гарантированно погибаете, потому что в центре этой воронки очень сильное давление, и вы будете уничтожены. В этом рассказе описывается, как корабль, который попал в шторм, и на котором в живых остался только один человек, рассказчик. Корабль без управления, он попадает вот в эту самую воронку. И человек находится на корабле и видит, как его корабль постепенно приближается к центру этой воронки. То есть человек смотрит в лицо собственной смерти. За эту ночь он посидел, но смог спастись.
как именно он смог спастись. Если захотите, прочитайте рассказ. Но спасся он потому, что смог преодолеть страх, провел необходимые расчеты и придумал, как спастись. То есть Эдгар По указывает в этом и других рассказах, что если вы включаете разум, то вы побеждаете страх. Лучший способ борьбы со страхом – это разум, рациональное мышление, расчет. Ну и подобная ситуация в колодце и маятнике. В этом рассказе человека подвергают нескольким испытаниям, нескольким пыткам. Финальная пытка – это когда на большой высоте над человеком повисает маятник с гигантским серпом, ну, топором с большим лезвием. Маятник качается, каждый взмах маятника чуть-чуть понижает этот уровень этого топора. И как в «Низвержении в Мальстрем» рассказчик видит, как постепенно приближается его смерть, здесь он тоже видит, как приближается его смерть. И так же, как в рассказе «Низвержение в Мальстрем», он смог преодолеть страх, включил логику и придумал, как можно спастись. Вот. Правда, это бы его не спасло, если бы, его бы убили другим способом, если бы самый конец рассказа. В город вступают войска французского императора Наполеона, свобода, равенство, братство. В общем, новый мир, новый порядок избавил героя от неименуемой смерти от рук инквизиции. То есть своих сил ему бы не хватило, чтобы спастись, потому что это не первый способ, с помощью которого его пытаются погубить. Те, кто читал рассказ, вспомнят сейчас на особенность поведения этого персонажа. Он в рассказе периодически просыпается в полной темноте. И что он делает? Вот. Типичное поведение американского менеджера. Он измеряет пространство вокруг себя, чтобы понять потом, а как с этим работать, что с этим делать. Да? Размышляет, он считает, он измеряет. Причем это вроде бы бессмысленно, потому что это темнота, но это первый этап, который он проводит. Это пример психиатрии. Да? Если вы попали в стрессовую ситуацию, постарайтесь включить логику, постарайтесь посчитать, перечислить. Ну, психоаналитики вербализируют, здесь у него вот этот перевод на язык цифр. Он постоянно считает, пересчитывает. Более широкая тема препятствий, которые мешают нормальной работе сознания. Ну, про беса противоречия я уже рассказывал. Часто в произведениях Эдгара По представлена раздвоенность человеческого сознания. Это может быть рассказчик как воплощение нормы и герой как отклонение от нормы. То есть у нас есть сумасшедший и санитар, который за ним наблюдает. Забегая вперед, скажу, что сумасшедшего зовут Шерлок Холмс, а санитар – это доктор Ватсон. Да. Доктор Ватсон что делает? Он историю болезни ведет. Понимаете, да? Почему? Потому что, считайте, герой у нас – это пример отклонения от нормы. Когда у Эдгара По появляется персонажи, которые образуют пару, главный герой – это, как правило, не совсем в себе человек. Вот. Ну и вспомните этюд в багровых тонах. Доктор Ватсон внимательно понаблюдал за своим соседом и понял – бандит. Потому что нормальный человек так не живет. Да. В «Золотом жуке», когда Легран смог расшифровать записку и узнать, где находится клад, друг, повествователь и его слуга думают: сейчас еще раз лопату в землю воткнем, а потом надо с двух сторон подойти, скрутить, потому что понятно, что человек с ума сходит. Пока они не докапываются до сокровища, да, он ведет себя как сумасшедший. Повествование в форме самонаблюдения, типичный психиатрический прием.
В общем, в новелле «Сердце обличителя» рассказывается о человеке, который знает, что он сумасшедший. И обратите внимание, да, помните, я говорил о неразрывности добра и зла, нормы и безумия. Герой знает, что он сумасшедший, поэтому тщательно следит за собой, и поэтому он ведет себя более нормально, чем те люди, которые считают себя нормальными. Ясно, да? Он слишком нормальный, потому что знает, что он ненормальный. А нормальные люди ведут себя как сумасшедшие, потому что они думают, что они нормальные. Вот. И там сумасшедший упивается, что он шизофреник, но никто не догадывается, что он шизофреник, потому что он хорошо маскируется под нормального человека. Вот. Ну, теперь посмотрите направо или налево, уверены ли вы в состоянии человека, который сидит рядом с вами. Или я. То, что человек выглядит нормальным, еще ничего не говорит о том, нормален он или нет. И образ двойника. Прием, который вообще заимствован из немецкого романтизма, у Гофмана он часто встречается. Но сейчас вы, я думаю, узнаете известное произведение 90-х годов из американской литературы и кинематографа. В новелле Вильям Вильсон рассказывается о негодяе, который постоянно хочет совершить какую-нибудь подлость, обман, но его преследует человек по имени Вильям Вильсон, и в самый решающий момент все ему портит. Он, например, говорит: не садитесь за ним, играть с ним за карточный стол, у него колода крапленая, и показывает, как у него как у него, значит, карты помечены. Ну и в конце рассказа выясняется, что? Совершенно верно. Бойцовский клуб. На самом деле это его совесть, которая принимает форму двойника. Да. Другого человека. Прием, который современному зрителю, читателю известен по роману и фильму «Бойцовский клуб». На самом деле это прием романтизма, который еще в начале XIX века был использован. Ну, у Достоевского тоже есть двойник, по-моему, роман, да? Тема проницаемости границ, разделяющих разные виды реальности. Например, лег человек поспать, а его родственники не стали дожидаться, взяли и быстренько похоронили. Он просыпается и не может понять, что случилось. Да, несколько рассказов Эдгара По такого. Ну и наоборот, есть рассказы, где откапывают, а в итоге оказывается, девушка еще не до конца умерла, вот, и ее можно оживить. Да. Оживляют. Эдгар По интересовался наукой, был, скажем так, на переднем крае науки, издевался над учеными, у него есть такого рода рассказы тоже. И у него в нескольких рассказах оживляют с помощью электрического тока. И один из моих любимых рассказов – система доктора Смоли и профессора Перро. Здесь придется проспойлерить. Приезжает человек в одну клинику на юге Франции, где применяется новый метод ухода за больными. Больным предоставляется максимум свободы. Как он слышал. Приезжает он в эту клинику, его встречает главный врач и говорит: извините, эксперимент не удался. Пациенты стали вести себя агрессивно, поэтому мы их обратно заперли в клетки. Да вы сами увидите, как они неадекватны, насколько они агрессивны. Пожалуйста, близко к ним не подходите. Ходит этот рассказчик по клинике, видит ужасных этих людей, которые ужасно выглядят. Они что-то орут, какие-то истерики устраивают. Он понимает: да, опасные больные, правильно их заперли. Ну и в конце выясняется, что за несколько дней или недель до посещения этой клиники в лечебнице больные, которых подговорил главный врач, сошедший с ума, скрутили персонал, обмазали его смолой и вывалили в перьях и посадили на свое место.
И после этого нормальные люди никак не могут доказать, что они нормальные. Почему? Потому что, когда они громко кричат и зовут на помощь, всем видно – очень опасный сумасшедший. То есть, если вас стали считать ненормальным, вы не докажете, что вы нормальны. Значит, когда психиатр спрашивает у вас, считаете ли вы себя здоровым человеком, вы отвечаете, конечно, да. Он пишет, некритическое отношение больного к своему состоянию, требуется интенсивная терапия. В общем, и грустный вывод, который делает автор, не рассказчик. Рассказчик так и не понял, что произошло, а автор в этом рассказе. Нет четкой разницы, границы, которая бы отделяла сумасшедших от не сумасшедших. Если вас правильно лечить, то вы обязательно сойдете с ума. Ну и отсюда «Над гнездом кукушки», помните, да? Там тоже психиатрическая лечебница, и там смысл в том, что больные оказываются более здоровыми, чем те, кто их лечит. Детективные новеллы. Сам Эдгар По их не называл детективными, потому что тогда не было такого слова «детектив». Он их называл логическими. Цитата, которую вы сейчас видите на экране, это Александр Иванович Куприн сказал про рассказ «Убийство на улице Морг». «Убийство на улице Морг» – произведение, в котором действительно заложены все характеристики классического детектива. Но я бы здесь хотел еще раз подчеркнуть, что жанр детектива мог появиться только в Америке и только в эпоху романтизма. Это американский романтический продукт. Правда, сразу оговорюсь, что в Америке классический детектив не прижился. Но изобрели его американцы. И не только, могли только в Америке. Значит, теперь по частям разберу, почему в Америке, почему романтизм. Начнем с Америки. Америка – это страна протестантская. А протестанты, один из их постулатов, уверены, что Бог к вам напрямую явиться не может. Вы не можете с Ним вступить в контакт напрямую. С дьяволом запросто. Вот, дьявол вас может за углом поджидать. Он может быть в виде таксиста, может быть в виде 9-летней девочки, играющей в мяч и так далее. Сатана – да. Бог вам являет себя только косвенно. И поэтому весь окружающий нас мир – это что такое? Это улики, если выражаться термином детектива, или знаки, которые вам посылает Господь Бог. И поэтому вам нужно эти знаки правильно расшифровывать. Мир – это картина, и нам нужно ее правильно расшифровывать. Это особенность пуританского сознания. Ну и теперь вспомните, как устроен детектив. Детектив имеет обязательно двухуровневую структуру, или два слоя. Сначала вам рассказывают историю с точки зрения доктора Ватсона, а потом ту же самую историю вам пересказывает, интерпретирует Холмс. Точно так же, как в пуританском сознании, то, что вы видите, и то, что за этим стоит. Да? То, что у вас молоко скисло на подоконнике, это факт. А о чем это говорит? О том, что соседка ведьма. Потому что не могло же оно просто так скиснуть. Это, кстати, начало многих уголовных дел, которые разбирались в 17 столетии, во времена так называемой охоты на ведьм, когда все было знаком чего-то. А теперь романтизм. Вот. Когда вы читаете рассказ «Преступление», «Убийство на улице Морг», тогда перевод был другой, «Убийство на улице Морг», первое, на что обращаете внимание, хотя вряд ли обращаете, потому что вы к этому уже привыкли, потому что много детективов прочитали, но как бы нормальный человек бы на это обратил внимание, да. Вам не жалко жертв. Это закон детектива. В хорошем детективе вам должно быть не жалко жертв.
Почему? Потому что детектив строится на том, что сделали романтики, что у вас преступление из сферы этики перенесено в сферу эстетики. В детективе же никто не сокрушается. Какой жестокий убийца, как он мог так поступить? Нет, в детективе вопрос, насколько остроумный убийца, как он хитро все придумал, и как следователь, сыщик это распутывает. И задача, которую решает Агюст Дюпен в «Убийстве на улице Морг», не какая жестокая сила могла убить этих женщин, а как так получилось, что квартира заперта, а кто-то там был убит и исчез. Вот это романтики, которые, да, ставили себя выше законов морали и этики. Вот. А двоемирие. Романтики разделяли мир на идеальный и материальный. У нас представлена в «Убийстве на улице Морг» классическая пара. Безымянный повествователь и Агюст Дюпен. Теперь вопрос. Ну, мы с вами знаем другую пару, это Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Теперь у меня вопрос. Почему, для чего нужен Ватсон? Ну, на место читателя встает. А? На место читателя встает. А так еще? Хорошо, почему мы не можем напрямую с Агюстом Дюпеном коммуницировать или с Холмсом? Он не будет ничего рассказывать. Во-первых, он не будет ничего рассказывать, а если он начнет рассказывать, вы ни черта не поймете. Как с философским трактатом Канта или Гегеля? Он слишком умный, совершенно верно. Ватсон или повествователь Ватсон у Конан Дойла или повествователь у Эдгара По – это переводчик. Он на ваш обычный язык переводит то, что говорит Холмс. Потому что напрямую вы его не поймете. Почему напрямую не поймете? Бог с вами напрямую не разговаривает. Вам нужен посредник. Вот. Да, чем занимается Агюст Дюпен, вернее, повествователь, пересказывая логику Агюста Дюпена, помните, да, он интерпретирует показания всех этих людей. Он объясняет, как нужно понимать то, что они якобы видели, и об этом рассказывают. Вот. Да, необходима фигура вот этого рассказчика-посредника. Вот. Далее, преступление должно быть чудовищной аномалией, то есть оно должно поражать своей иррациональностью. Это закон классического детектива. А именно по этой причине классический детектив в Америке не прижился. Потому что Америка страна очень была тогда криминогенная. И поэтому там, на Дальнем Западе, например, если вас не убили, это чудо. А вот если это аномалия. А вот если убили, вы проехали по Дикому Западу и вас убили, ограбили, зарезали, это нормально. И поэтому классический детектив в Америке был изобретен, но он там не получил распространения. А вот если вас убили в шикарном экспрессе, который идет в Стамбул, это ненормально. Или на поле для гольфа. Или в шикарном лайнере, который путешествует по Нилу. Вот. Или в запертой комнате. На 5-м этаже найден труп, и непонятно, как убийца это сделал. Вот этот иррационализм, да, должен быть преступление, который кажущийся, потому что Эдгар По был сторонником рационального подхода, кажущийся, и который преодолевается с помощью чего? Сверхразума, носителем которого является Агюст Дюпен, а позднее Шерлок Холмс. Вот. Ну и особенность сыщиков. И Агюст Дюпен, и Шерлок Холмс расследуют преступления для, внимания, удовольствия. Это нормальное поведение? Нет. Смотрите выше. Нет границ между
гением и безумцем. Да, для удовольствия. Они находят приятное в том, что они борются, изучают такого рода преступления. Вот. Кроме рассказов об Агюсте Дюпене, сюда входит вот этот рассказ «Золотой жук». «Золотой жук» – новелла о криптографии. Рассказ о том, как надо расшифровывать текст. Ну, еще раз повторюсь, эта тема могла появиться только в американском пуританском сознании, где любое событие в мире внешнем нужно интерпретировать с точки зрения Библии, с точки зрения религии. И поэтому типичный сюжет для американской литературы. Вот. И интересный, он менее известен рассказ «Ты еси муж, сотворивший сие». В этом рассказе совершено убийство, и все знают, кто совершил убийство. Но улик нет. Единственный человек, который может указать на убийцу, это сам убитый. Поэтому что делают следователи в этом рассказе? Они устраивают следственный эксперимент, то есть оживляют убитого, и убитый указывает на убийцу. Никакой, да, и он произносит эту фразу, которая вынесена в название рассказа. Мы с вами знаем перевод на русский язык. Вы и убились, Родион Романович. Да? Здесь ты еси муж, сотворивший сие. Это цитаты из Священного Писания. Да, никакой мистики там нет, там все очень придумано, остроумно. Если хотите узнать, можете прочитать. Ну и в завершение, группа, которая называется, относится к научной фантастике. Научную фантастику не то чтобы изобрел Эдгар По, но он тоже ее так систематизировал. Вот. Рассказывал он истории о том, такие истории, которые кажутся придуманными, кажутся невероятными, а потом придумываются, объясняются вполне рационально. Ну, например, в рассказе «Сфинкс» человек просыпается и видит, как гигантское чудовище ползет на его город. Ну, страх и ужас, но он потом вполне объясняется. Технологические рассказы – это вот то, что мы называем научной фантастикой, путешествие, например, на Луну Ганса Пфаэля. И сатира по отношению к современным ученым. Ну, опять-таки, если вы смотрите сериалы «Теория большого взрыва», там эти элементы тоже присутствуют. С точки зрения Эдгара По, познание не может сводиться только к научному, оно должно дополняться работой воображения, то есть искусством. И поэтому, когда Эдгар По изображает современных ученых, он изображает их сатирически, то есть как однобоких интеллектуалов. Ну и, например, разговор с мумией. Удалось в XIX веке оживить мумию древнеегипетскую. Ну и, естественно, к нему его сразу окружили ученые, говорят: а у вас какая система Windows есть, да, значит, а какие модели смартфонов у вас есть и так далее. Начинают хвастаться теми техническими новинками, которые были актуальны в XIX веке. А мумия удивленно у них спрашивает: у вас сколько лет живут люди, какие болезни вы уже научились лечить? И выходит, что в Древнем Египте уровень развития науки и медицины был гораздо выше, чем в современной Америке 19 столетия. Вот. Но ученые нашли остроумный выход, они спросили: а сколько патентов было зарегистрировано в Древнем Египте? И было ли у вас вообще патентное бюро? Ну, в общем, в таком духе там идет возражение, оно еще более смешное, более сатирическое. Так, ну вот это то, что я хотел вам рассказать про творчество Эдгара По. И мой такой расчет был на то, что вы, увидев название вот этих произведений, захотите их прочитать или перечитать и найдете их интересными.